жана айыппул салуу тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы кыйгар мукты өкүлүнүн орун басары Волкова Светлана Борисовна маалымат бермекчи. Бүгүнкү брифингди Түзөөдөн ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал радиолорунан, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Волковой Светланы Борисовны относительно текущей ситуации по Чуйской области, закрытие объектов, нарушивших карантинный режим и наложение штрафов. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале КТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Светлана Борисовна, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Чүй областында коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча маалыматты расмий тилде баяндоого уруксат бериңиздер. Позвольте проинформировать вас о проводимой работе аппаратом полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в Чуйской области во исполнение протокольных поручений Республиканского оперативного штаба и в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Чуйской области проводится определенная работа. Так, под председательством полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области проведено 40 заседаний оперативного штаба Чуйской области, решения которых были оформлены протокольными поручениями. Кроме этого, даны отдельные поручения и указания главам районных государственных администраций, мэру города Токмок, а также руководителям областных структурных подразделений о принятии мер, необходимых по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Благодаря принимаемым мерам нам удается сдерживать широкое распространение эпидемии. Прошу граждан с пониманием отнестись ко всем рекомендациям врачей, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Это может коснуться каждого из нас. Нужно поберечь себя и своих близких, проявить ответственность и, главное, дисциплину. По Чуйской области в период пандемии на 12 июня 2020 года всего было выявлено и госпитализировано с диагнозом COVID-19 в РКИП города Бишкек и стационары Чуйской области 185 человек. Из них заболело 10 медработников по Чуйской области, это 2 хирурга-врача, 2 медработников Центра семейной медицины, 1 санитарка и 2 медработника Центра общей врачебной практики. В настоящее время 3 медработника выписаны с выздоровлением, 4 находятся в территориальной больнице, 1 находится в Национальном центре фтизиатрии. Выписано с выздоровлением 114 человек, и все они переданы в ЦСМ по месту жительства для дальнейшего наблюдения семейными врачами с последующим снятием с домашнего карантина с летальным исходом 5 человек. Всего на 12 июня 2020 года на обсервации находится 161 гражданин, из них 76 медработников. Рост подтвержденных случаев COVID-19 по Чуйской области объясняется несколькими причинами. Это увеличение завозных случаев инфекции в связи с возвращением граждан Кыргызской Республики из дальнего и ближнего зарубежья, активное функционирование санитарно-карантинных постов и рост случаев среди водителей, дальнобойщиков, большегрузных машин, рост случаев заражения лиц, работающих в различных организациях города Бишкек, но живущих в Чуйской области. В связи с чем наблюдается рост среди контактных лиц из близкого круга общения, это члены семьи, контактные по работе. Согласно Министерству здравоохранения Кыргызской Республики о создании мобильных бригад в организациях здравоохранения по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, по Чуйской области было сформировано 32 мобильные бригады. Всего задействовано в мобильных бригадах 96 человек. Это семейные врачи, семейные медсестры, эпидемиологи, помощники эпидемиологов, лаборанты. Всего за период с 26 марта по 12 июня мобильными бригадами Чуйской области было сделано 8280 выездов. Находится на домашнем карантине 1277 человек. Снято с домашнего карантина 7566 человек. Сотрудники, задействованные в мобильных бригадах, обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, а также автотранспортом. Для мобильных бригад организации здравоохранения Чуйской области была
была получена гуманитарная помощь со стороны швейцарского проекта ОСО «Алтынкен», «Али-Баба», а также со стороны Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Согласно распоряжению областного штаба, по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики по Чуйской области усилена работа мобильных групп по подворовому обходу в населенных пунктах, где выявлены очаги коронавируса. Всего по Чуйской области на 12 июня 2020 года было обследовано 79 очагов. Всего 5132 двора. Количество обследованных 18 352 человека. Проведен мониторинг на наличие признаков ОРВИ и термометрия. При наличии у лиц признаков термометрии повышенной температуры было взято 580 экспресс-тестов, из них 10 положительных, 570 отрицательных. Взято 165 ПЦР-тестов, из них 140 результатов отрицательные, 25 положительные, все они были госпитализированы в стационары. Согласно совместного приказа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и приказа ФОМСа об оплате труда в условиях чрезвычайного положения, все медицинские работники организации здравоохранения Чуйской области задействованы в работе по борьбе с предупреждением коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике, получили выплаты за выполненную работу в условиях чрезвычайной ситуации за март, апрель и май месяцы. Полностью было перечислено финансирование по организациям здравоохранения Чуйской области. Все центры семейной медицины Чуйской области работают в штатном режиме, проводятся меры по соблюдению санитарно-карантинных мероприятий, стационары работают для приема экстренных больных. Кроме того, медицинские работники постоянно проходят обучение по внедрению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым коронавирусом. На базе Чуйского областного центра семейной медицины 4 мая образован колл-центр с 2 телефонами горячей линии 118 для общения граждан Чуйской области по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. С 4 мая по 12 июня всего поступило 551 звонок, из них 95 звонков это связанные с инфекцией COVID-19. По переданной информации были проведены выезды мобильных бригад, взяты ПЦР-анализы и 72 звонка, касающие вопросов клиники, диагностики. И остальные 384 звонка это касались вопросов гуманитарной помощи, блокбастов и результатов ПЦР-анализов. Проводится разъяснительная работа по COVID-19 сотрудниками сельских комитетов здоровья среди населения. Распространяется информационно-разъяснительный материал, плакаты, буклеты, брошюры, выступления в СМИ. Кроме того, по WhatsApp и в соцсетях проводится анонимное анкетирование населения с целью выяснения знаний и на COVID-19 среди населения. Медики принимают данные прямо по телефону, подробно выясняют все детали самочувствия позвонившего и заполняют специально разработанную специальную анкету. В связи с послаблением чрезвычайных мер мы просим жителей Чуйской области в случае поездок и пеших переходов запоминать места посещения и поездок, начиная из выхода дома и возвращения назад домой. Особо обращаюсь к людям старшего поколения, без крайней необходимости не выходить из дома, соблюдать все правила гигиены. Больным не следует заниматься самолечением. При первых признаках заболевания необходимо обращаться за помощью медицинской в клинике. В случае плохого самочувствия, повышенной температуры или возникновения респираторных симптомов нужно вызвать на дом врача без самостоятельного посещения центров семейной медицины. На сегодняшний день по вопросу COVID-19 обучено 235 врачей, 1093 средних медработника, которые прошли практические занятия по применению средств индивидуальной защиты во избежание заражения при контакте с больным лицом. Для проведения эпидрасследования работы мобильных бригад в очагах и домашнего карантина проведено краткосрочное обучение сотрудников районных центров профилактики заболеваний и государственного санитарного эпидемиологического надзора. Итого по Чуйской области полностью подготовлено и переквалифицировано 24 врача-эпидемиолога. Совместно с отделом дистанционного обучения Кыргызского государственного медицинского института подготовки и переподготовки кадров во всех организациях здравоохранения Чуйской области периодически проводятся дистанционные занятия
по COVID-19. Лекции и занятия проводятся в онлайн и офлайн режимах. В целях дальнейшего недопущения распространения случаев заражения ковид на 12 июня 2020 года районными центрами профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с другими государственными органами проведены рейды по государственным организациям по соблюдению санитарно-гигиенических норм. Особое внимание было уделено организациям, которые предоставляют услуги населению. Это рынки, магазины, служба такси. И на сегодняшний день, согласно протокольного поручения, заседание Республиканской чрезвычайной противоэпидемиологической и противоэпизоотической комиссии при правительстве Кыргызской Республики все крупные предприятия Чуйской области, субъекты среднего и малого бизнеса, а также частные предприниматели приступили к осуществлению хозяйственной деятельности. На всех территориях и субъектах малого среднего бизнеса соблюдаются все санитарные нормы, то есть при входе проверяется термометрия всех сотрудников, соблюдается масочный режим и установлены санитайзеры. Согласно протокольному поручению заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, по поручению руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики, руководителям предприятий рекомендовано определить списки сотрудников, привлекаемых к работе, и максимального применения дистанционного режима работы сотрудников. Обращаемся к руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности, в обязательном порядке ежедневно проводить дезинфекцию личного транспорта, помещений, в том числе магазинов и салонов красоты, которые сегодня возобновили свою деятельность. На сегодняшний день произведена проверка 803 объектов. На основании проведенных проверок по соблюдению и выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил выдано 515 предписаний, дано 48 предупреждений, выписано штрафов 108 на общую сумму 155 500 сомов. В целях организованного завершения 2019-2020 учебного года и приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики на основании временного положения о проведении государственных итоговых экзаменов со 2 июня по 12 июня 2020 года проводится итоговая государственная аттестация во всех общеобразовательных учреждениях Чуйской области в онлайн-формате для учащихся 9-11 классов. Работу проводит предметная комиссия. В Чуйской области сегодня, 12 июня, завершается итоговая государственная аттестация. Педагоги приложили огромное усилие, будем говорить, для завершения экзаменов в онлайн-режиме. И все экзамены проведены согласно положения и инструкции. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить наших учителей за проделанную работу, пожелать им огромного здоровья, творческих успехов, всех благ, конечно, семейного счастья. 17 июня 2020 года запланировано проведение государственной аттестации Алтын-Тамга. По Чуйской области примут участие 99 детей. В настоящее время идет подготовка по соблюдению всех указанных в инструкции правил. И сегодня проводятся все самые необходимые и подготовительные работы. В общеобразовательных учреждениях Чуйской области проводится активная работа по проведению общереспубликанского тестирования, которое будет проходить с 20 по 25 июня 2020 года. Общее количество выпускников по Чуйской области составляет 5854 ученика. Главам районных государственных администраций, Чуйскому областному методическому отделу, руководителям районных отделов образования дано поручение провести подготовку к ОРТ на местах с соблюдением безопасности здоровья учащихся. Для соблюдения карантинных требований помещения для проведения тестирования будет подготовлено все с учетом соблюдения дистанции между учениками. Школы будут обеспеченными тепловизорами, бесконтактными термометрами, санитайзерами, мыломоющими средствами и бумажными полотенцами. Перед проведением тестирования будет проведена санобработка всех помещений, где будет проводиться тестирование, а также присутствие медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов. Совместным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики был утвержден алгоритм действий для дошкольных
образовательных организаций для выполнения требований временного санитарного-эпидемиологических правил и норм, утвержденных постановлением правительства Кыргызской Республики, а также руководство для поэтапного возобновления детских образовательных организаций после карантина с целью недопущения коронавирусной инфекции. Всего по Чуйской области 265 дошкольных учреждений, государственных учреждений 182 и 63 частных. Я хотела бы обратиться к руководителям детских садов, чтобы отнеслись со всей ответственностью к вопросу и организации необходимых санитарно-гигиенических условий. Мы не должны допустить заражения наших детей. Дети – это наше будущее, это самое маленькое наследие сегодня в нашей стране. И мы должны обеспечить всю, будем говорить, безопасность для воспитателей, для детей и для родителей. Поэтому необходимо соблюдать весь алгоритм здоровья. На сегодняшний день во всех районах Чуйской области проведена работа по возобновлению дошкольных образовательных организаций после карантинного периода. Проведен мониторинг и опрос на местах о целесообразности возобновления работы детских садов, дошкольных учреждений, а также проверка со стороны ЦГС на соответствие санитарно-гигиенических норм. Государственные и муниципальные детские сады пока не планируют возобновлять свою работу. В летнее время планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. Создавшиеся комиссии были посещены все дошкольные образовательные организации, которые на сегодняшний день, будем говорить, готовы к открытию и принятию своих воспитанников. Из 4, значит, проверенных учреждений, 3 учреждения уже на сегодняшний день получили разрешение для возобновления своей деятельности. Работники частных дошкольных образовательных организаций сегодня сдают ПЦР-анализ и по получению отрицательных результатов будут готовы к осуществлению учебно-воспитательного процесса и, соответственно, приступят к работе. Во временном регламенте деятельности детских садов определены следующие правила. Это организация входного фильтра, утреннего приема ребенка в детский сад, создание всех условий для соблюдения правил личной гигиены, соблюдение дистанции предотвращения массового скопления, проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, обеспечение кратности воздухообмена. Справки с работы родителей в обязательном порядке не требуются, однако в связи с тем, что возникает при возникшей ситуации, в группы приводятся дети, чьи родители на сегодняшний день, будем говорить, приступили к работе. Те, кто на сегодняшний день находится еще пока, будем говорить, дома, соблюдая все нормы, значит, имеют право пользоваться тем, чтобы восстановить, будем говорить, или отслеживать информацию о работе родителей, о, будем говорить, доставке, наверное, каким образом будут дети добираться до дошкольных учреждений, наверное, или на личном транспорте, будем говорить, родителей, или на общественном. В Джаильском, Московском, Молодомутском районах возобновили работу частные детские сады, это Умутай, Иркитай и Баластан на сегодняшний день. Также запланировано возобновить работу частного детского сада Винни-Пух Московского района, детские сады Том и Джерри, Архимед Кидс и Точка роста Аламудунского района приступят к приему своих воспитанников уже со следующей недели. Напомним, что цель самоизоляции – минимизировать контакты и не посещать общественные места без крайней необходимости. Хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, мы предлагаем все условия, наверное, и все силы для того, чтобы сохранить здоровье детей и сотрудников детских образовательных организаций. Мы призываем вам усилить личную гигиену, отнестись ко всему очень ответственно по вопросам организации необходимых санитарно-гигиенических условий. По состоянию на 12 июня 2020 года по Чуйской области функционируют 2 санитарно-карантинных поста и 3 контрольно-пропускных пункта кыргызско-казахской границы. Значит, 2 санитарно-карантинных поста, это 137 километр автодороги Бишкек-Нарын-Туругард, это Бомское ущелье Киминского района, пост Сосновка Джаильского района. Контрольно-пропускной пункт Актилек автодорожный, где, соответственно, определена автостоянка для автомашин. С целью разгрузки контрольно-пропускного пункта Актилек автодорожный дополнительно были открыты контрольно-пропускные пункты, это Чалдавар автодорожный и Кенбулун автодорожный.
Соответственно, значит, Скимбулун автодорожный на сегодняшний день осуществляет, будем говорить, односторонний выход автомашин без груза в Республику Казахстан. Со стороны Чуйского территориального управления Государственного агентства автомобильного и водного транспорта продолжаются работы по отслеживанию передвижения грузовых автомашин на контрольно-пропускном пункте Актилек автодорожный, Чалдавар автодорожный и Кенбулун согласно разработанного алгоритма сопровождения грузовых автотранспортных средств от пунктов пропуска, расположенных на государственной границе, до пункта назначения на территории республики, где, соответственно, имеются анкеты-опросники для водителей больших грузовых автомашин, проводится термометрия проезжающих граждан, то есть водителей больших грузовых автомашин, развернуты служебные помещения для работы медицинских сотрудников. Пункты оборудованы всем необходимым для работы. В соответствии с утвержденным алгоритмом действий по предупреждению распространения коронавируса для водителей грузовых автомашин на контрольно-пропускных пунктах медицинским персоналом берется забор ПЦР-анализов у водителей, и до выхода результатов анализов грузовые автомашины направляются на соответствующую предусмотренную и оборудованную автостоянку. По результатам выхода отрицательных ПЦР-анализов водители направляются к месту назначения. Ежедневно через контрольно-пропускные пункты в сторону Республики Казахстан и обратно проходят грузовые автотранспортные средства, а также граждане Кыргызской Республики. Таким образом, обеспечивается ежедневно въезд на территорию Кыргызской Республики, это где-то более 220 автомашин, выезд от 150 до 260 автомашин. На вчерашний день, будем говорить, на 11 июня, через КПП Актилек автодорожный прошли 144 гражданина. Для недопущения скопления грузовых автотранспортных средств и ускорения процедуры пропуска через контрольно-пропускные пункты выделены военнослужащие воинской части 2031 в достаточном количестве, привлечены медицинские сотрудники, все они, соответственно, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Со стороны УМЧС области проводится дезинфекция территории контрольно-пропускных пунктов и автостоянки машин. Кроме этого, исполнение решений Республиканского оперативного штаба в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции силами подразделений МЧС области, органов местной власти проводится дезинфекция территории населенных пунктов Чуйской области, это зданий, сооружений и улиц. Также при подготовке к ОРТ на территории общеобразовательных учреждений будут проведены дезинфекционные мероприятия. В связи с возобновлением работы детских дошкольных учреждений силами пожарных спасательных подразделений управления МЧС области проводится дезобработка территорий, зданий и территорий детских садов. В связи с возобновлением работы в сфере транспортных услуг 5 июня 2020 года по области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Чуйским территориальным управлением Государственного агентства автомобильного водного транспорта проведено было собрание с перевозчиками по соблюдению режима карантина санитарно-гигиенических правил при перевозке пассажиров согласно разработанного алгоритма. По области имеется 44 организации, которые сегодня занимаются перевозкой пассажиров, 180 автобусных маршрутов, из них это 110 пригородного сообщения, 39 междугороднего сообщения, 31 это внутри городского сообщения. Кроме этого, проведена проверка автовокзалов, автомобильных станций по области на готовность возобновления работы, а также было выдано 44 предписания руководителям организаций на соблюдение санитарных требований. На сегодняшний день со стороны управления отдела безопасности дорожного движения по ГУВД Чуйской области проведены рейдовые мероприятия, общественный транспорт по соблюдению всех правил, нормативов и стандартов правил дорожного движения, а также ежедневно проводятся разъяснительные работы, включая санитарно-гигиенические нормы, это ношение масок, соблюдение дистанции в транспортных средствах по сидячим местам, имеющие антисептики должны быть для обработки рук пассажиров. Среди водительского состава и руководителей фирм, занимающихся перевозкой. В ходе проведения рейдов были составлены протоколы оштрафовки
оштрафованы руководители 2 организаций за выпуск на линию автотранспортных средств то есть транспорта в неисправном состоянии, нарушение санитарных норм на сумму 20 тысяч сом, за нарушение режима работы и отдыха на сумму 11 тысяч сомов. Сохраняется угроза роста числа зараженных COVID-19, количество зараженных и контактных лиц пойдет на спад только при условии полной самоизоляции, сведения к минимуму контакта наших граждан. Уважаемые телезрители, убедительно прошу вас на сегодняшний день оставаться дома без крайней необходимости, не выходить на улицу, особенно воздержаться, наверное, прогулок по общественным местам. Пользуясь случаем, разрешите искренне выразить слова благодарности нашим медицинским работникам. Вместе все они борются с эпидемией коронавируса. За их поистине самоотверженную работу мы понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, уважаемые соотечественники, берегите себя, берегите своих детей, своих близких. Я хочу пожелать вам всем крепкого и доброго здоровья. Спасибо за внимание. Урмату мекендештер, урмату телекөрүүчүлөр, сизге чынден соолук, өзүнүмүр калайм, өзү оорубаңыздар, өзүнүн балдардын сактагыла, жакшы калыңыздар, рахмат. Светлана Борисовна, спасибо. У меня вопрос. Недавно была информация, что в Аламединском районе не проводят анализ для сотрудников детских садов. Сказали платить, так как у акимята нет денег. Так ли это? Нет, данная информация, будем говорить, не подтверждается. Во-первых, к данному, будем говорить, плану мероприятия мы подходили очень ответственно с тем, что все-таки детские сады – это дети, это маленькие, это наше будущее, будем говорить. И на сегодняшний день в виде с такой ситуации дети, наверное, при появлении симптоматики, будем говорить, не всегда могут сказать о каких-то проявлениях симптомов. Поэтому к этому вопросу мы подходили очень, будем говорить, аккуратно. И сегодня, будем говорить, была проведена на днях встреча с воспитателями, то есть то, о чем я говорила, был проведен мониторинг. И были взяты все анализы ПЦР у сотрудников, у воспитателей, то есть детских образовательных организаций. На сегодняшний день проблемы нет. Лично мной был организован выезд по детским образовательным организациям, которые на сегодняшний день были уже, будем говорить, готовы к открытию и принятию своих воспитанников. Была создана комиссия, конечно, в числе сотрудников отделов образования, центров санэпидстанции, где, соответственно, были проверены, все ли соблюдаются требования и нормы на сегодняшний день к тому, чтобы образовательные организации начали свою работу. И ранее была информация, что в селах Чуйской области предлагают деньги за то, чтобы причину смерти или заболевания указали коронавирус. Проверяли данную информацию и какие меры принимаются администрацией Чуйской области? На сегодняшний день, будем говорить, со сложившейся ситуацией, те, будем говорить, лица, которые на сегодня выявляются с положительным результатом COVID, и как бы печально не было, сегодня по Чуйской области у нас, будем говорить, зарегистрировано 5 случаев летального исхода. Данная информация не подтверждается, ведется соответственная работа, план мероприятий, то есть есть определенный, будем говорить, алгоритм действий, поэтому особенно будем говорить координатором Чуйской области, на чьем контроле сегодня, ведется эта работа главного врача санэпидконтроля сегодня. То есть я могу сказать с большой уверенностью, что на сегодняшний день те моменты случая, будем говорить, зарегистрированных не за причина смерти, которая произошла, будем говорить, не от заболевания COVID-19, является неподтверждающей. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн орун басары Волкова Светлана Борисовна ушу Чүй облусундагы аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР'нин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, социальное правительство баракчаларынан, ушундай эле Кабар улуттук маалымат агенттигинин көрүп уга алдыңыздар, көңүл буруңуздарга чоң рахмат.